Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – тестирование программного обеспечения. Сложно представить программиста, который идеально пишет код. Человек не машина. И удержать в памяти абсолютно все нереально. Крупнейшие мировые интернет-гиганты, такие как Google, Sony или Facebook, ищут и берут на работу самых прокачанных программистов со всего мира. И даже у них временами происходят оплошности. В новостях то и дело появляется информация об уязвимостях, утечках личных данных пользователей и других багах системы. Поэтому проверки и возможные исправления стоит воспринимать как обязательный и самый обычный процесс в IT-индустрии. Отказаться от тестирования – то же самое, что прийти к врачу и сказать: «Доктор, для чего нужны все эти обследования? Давайте сразу приступим к лечению». Это своего рода диагностика, которая влияет на многие дальнейшие действия. Тестирование необходимо, потому что люди склонны ошибаться. Одни ошибки незначительны, другие же опасны и дорого обходятся. Поскольку ошибки допускают все люди, мы должны внимательно проверять результаты своей или чужой работы, всего, что мы делаем. Нужно ли тестировать программу, если все и так отлично работает? Наш ответ однозначно да. Многие ошибочно считают, что тестирование приложений забирает неоправданно много времени и ресурсов. Давайте разберемся, почему все-таки это необходимо. Тестирование – это наблюдение за работой приложения в разных искусственно созданных ситуациях. Таким образом, тестируют производительность, уровень защиты и удобство пользования программой. Основные задачи тестирования – выявить ошибки и оперативно их устранить, проверить соответствие продукта заявленным требованиям, оценить качество работы разработчиков, получить информацию, необходимую для принятия дальнейших решений. Во-первых, тестирование – это процесс, а не единичное действие, содержащий в себе все активности жизненного цикла, как динамические, так и статические, касающиеся планирования, подготовки и оценки программного продукта и связанных с этим результатов работ с целью определить, что они соответствуют описанным требованиям, показать, что они подходят для достижения заявленных целей, а также для нахождения дефектов. Бытует мнение, что тестирование состоит только из прогона тестов, то есть выполнения самой программы. Но это только часть тестирования и далеко не все, что в него входит. В тестирование входит также планирование, анализ, проектирование, реализация и исполнение тестовых сценариев, проверка результатов и завершающие действия. Чем раньше тестирование включается в процесс разработки программного обеспечения, тем ниже стоимость разрабатываемого продукта. Самое лучшее время для начала тестирования наступает в тот момент, когда готовы первые документы, содержащие изложение требований. Серьезные ошибки необходимо обнаруживать как можно раньше. Идеально, когда ошибка в требованиях обнаруживается еще до того, как требования воплощены в коде. Доказательства. Это попытка найти ошибки в программе безотносительно к внешней для программы среде. Большинство методов доказательства предоставляют формулировку утверждений о поведении программы и затем вывод и доказательства математических теорем о правильности программы. Доказательства могут рассматриваться как форма тестирования, хотя они и не предполагают прямого выполнения программы. Контроль – это попытка найти ошибки, выполняя программу в тестовой или моделируемой среде. Испытания – это попытка найти ошибки, выполняя программу в заданной реальной среде. Аттестация – авторитетное подтверждение правильности программы. При тестировании с целью аттестации выполняется сравнение с некоторым заранее определенным стандартом. Отладка не является разновидностью тестирования, хотя слово «отладка» и «тестирование» часто используются как синонимы. Под ними подразумеваются разные виды деятельности. Тестирование – деятельность, направленная на обнаружение ошибок. Отладка направлена на установление точной природы известной ошибки, а затем на исправление этой ошибки. Эти два вида деятельности связаны, результаты тестирования являются исходными данными для отладки.
Модульное тестирование – это тип тестирования программного обеспечения, при котором тестируются отдельные модули или компоненты программного обеспечения. Его цель заключается в том, чтобы проверить, что каждая единица программного кода работает должным образом. Данный вид тестирования выполняется разработчиками на этапе кодирования приложения. Модульные тесты изолируют часть кода и проверяют его работоспособность. Единицей для измерения может служить отдельная функция – метод, процедура, модуль или объект. Зачем нужно модульное тестирование? Отсутствие модульного тестирования при написании кода значительно увеличивает уровень дефектов при дальнейшем интеграционном, системном или приемочном тестировании. Качественное модульное тестирование на этапе разработки экономит время, а следовательно, в конечном итоге и деньги. Модульные тесты позволяют исправить ошибки на ранних этапах разработки и снизить затраты. Это помогает разработчикам лучше понимать кодовую базу проекта и позволяет им быстрее и проще вносить изменения в продукт. Хорошие юнит-тесты служат проектной документацией. Модульные тесты помогают с миграцией кода. Просто переносите код и тесты в новый проект и изменяйте код, пока тесты не запустятся снова. Интеграционное тестирование. Это тип тестирования, при котором программные модули объединяются логически и тестируются как группа. Как правило, программный продукт состоит из нескольких программных модулей, написанных разными программистами. Целью нашего тестирования является выявление багов при взаимодействии между этими программными модулями и в первую очередь направлен на проверку обмена данными между этими самими модулями. Именно поэтому оно также называется INT – интеграция и тестирование строк и иногда тестирование потоков. Каждый программный модуль проходит отдельные этапы тестирования, модульное тестирование. Но несмотря на это, дефекты могут оставаться по ряду причин. Поскольку, как правило, модули разрабатываются разными специалистами, их понимание и логика программирования могут отличаться. Тут интеграционное тестирование становится необходимым для проверки взаимодействия модулей между собой. Во время разработки модуля заказчики часто меняют требования, и если у вас сжатые сроки, требования могут попросту не успеть пройти модульное тестирование, и, следовательно, системная интеграция может пройти с помехами. Опять получается, что от интеграционного тестирования не убежать. Интерфейсы программных модулей с базой данных могут быть ошибочными. Внешние аппаратные интерфейсы, если таковые имеются, могут быть ошибочными. Неправильная обработка исключений может вызвать проблемы. Тестирование внешних функций – это контроль внешнего поведения системы, определенного внешними спецификациями. Основной задачей системного тестирования является проверка как функциональных, так и нефункциональных требований в системе в целом. При этом выявляются дефекты, такие как неверное использование ресурсов системы, непредусмотренные комбинации данных пользовательского уровня, несовместимость с окружением, непредусмотренный сценарий использования, отсутствующая или неверная функциональность, неудобства использования и так далее. Для минимизации рисков, связанных с особенностями поведения системы в той или иной среде, во время тестирования рекомендуется использовать окружение, максимально приближенное к тому, на которое будет установлен продукт после выдачи. Можно выделить два подхода к системному тестированию. На базе требований. Для каждого требования пишутся тестовые случаи, проверяющие выполнение данного требования. На базе случаев использования. На основе представления о способах использования продукта создаются случаи использования системы. По конкретному случаю использования можно определить один или более сценариев. На проверку каждого сценария пишутся тест-кейсы, которые должны быть протестированы. Приемочное тестирование. Проверка соответствия программы требованиям пользователя.
Основной целью приемочного тестирования является то, что при условии успешного завершения проекта и соблюдения некоторых дополнительных, согласованных по контракту критериев, осуществляется передача проекта конечному пользователю. Тестирование настройки. Проверка соответствия каждого конкретного варианта установки системы с целью выявить любые ошибки, возникшие в процессе настройки системы. Именно принципы тестирования являются основой всех стандартов, книг, методов и техник тестирования. Их понимание является фундаментом знаний тестировщика и позволяет работать быстрее, качественнее и эффективнее. Начнем с определения понятия принцип. Принцип или основа, начало, первоначало – это постулат, утверждение, на основе которого создают научные теории и законы, юридические документы, выбирают нормы поведения в обществе. Исходя из этого определения, мы можем сказать, что принципы тестирования – это основы тестирования. Их нельзя изменить, отменить, понимать частично или поверхностно. Они всегда были, есть и будут. И без их понимания тестировщик никогда не станет высокооплачиваемым профессионалом. Принцип 1. Тестирование демонстрирует наличие дефектов. Тестирование может показать, что дефекты присутствуют, но не может доказать, что их нет. Тестирование снижает вероятность наличия дефектов, находящихся в программном обеспечении. Но даже если дефекты не были обнаружены, это не доказывает его корректности. Принцип 2. Исчерпывающее тестирование недостижимо. Полное тестирование с использованием всех комбинаций вводов предусловий физически невыполнимо, за исключением тривиальных случаев. Вместо исчерпывающего тестирования должны использоваться анализ рисков и расстановка приоритетов, чтобы более точно сфокусировать усилия по тестированию. Принцип 3. Раннее тестирование. Чтобы найти дефекты как можно раньше, активности по тестированию должны быть начаты как можно раньше в жизненном цикле разработки программного обеспечения или системы и должны быть сфокусированы на определенных целях. Принцип 4. Скопление дефектов. Большая часть дефектов, обнаруженных при тестировании или повлекших за собой основное количество сбоев системы, содержится в небольшом количестве модулей. Принцип 5. Парадокс пестицида. Если одни и те же тесты будут прогоняться много раз, в конечном счете этот набор тестовых сценариев больше не будет находить новых дефектов. Чтобы преодолеть этот парадокс пестицида, тестовые сценарии должны регулярно пересматриваться и корректироваться. Новые тесты должны быть разносторонними, чтобы охватить все компоненты программного обеспечения или системы и найти как можно больше дефектов. Принцип 6. Тестирование зависит от контекста. Тестирование выполняется по-разному в зависимости от контекста. Например, программное обеспечение, в котором критически важна безопасность, тестируется иначе, чем сайт электронной коммерции. Принцип 7. Заблуждение об отсутствии ошибок. Обнаружение и исправление дефектов не помогут, если созданная система не подходит пользователю и не удовлетворяет его ожиданиям и потребностям. Хорош тот тест, для которого высока вероятность обнаружить ошибку. Эта аксиома выражает суть тестирования как процесса обнаружения ошибок. Процесс тестирования учебной программы можно считать относительно завершенным не тогда, когда прошел первый или второй или 10-й тест, а когда вы исчерпали все приходящие вам в голову варианты задания исходных данных, и на всех этих вариантах программа выдала ожидаемые, то есть правильные результаты. Одна из самых сложных проблем при тестировании – решить, когда нужно его закончить. Не нужно тестировать свою собственную программу. Необходимая часть всякого теста – описание ожидаемых выходных данных, то есть результатов. Эта аксиома основана на определении теста как двух наборов данных – исходных данных и ожидаемых результатов работы программы. Даже если тестирование не документируется,
Например, если исходные данные теста вводятся с клавиатуры, а результаты выдаются на экран, то перед тем, как вводить данные или в процессе их ввода, нужно обязательно предсказать ожидаемые результаты работы программы. Избегайте невоспроизводимых тестов, не тестируйте с лету. Когда исходные данные теста задаются для того, чтобы посмотреть, что получится, это неряшливая и бессмысленная работа. Даже если прогон теста не документируется, ввод его исходных данных с клавиатуры должен быть осмысленным. Это должны быть данные, которые можно воспроизвести еще раз. То есть представления данных, числовые, строковые, должны быть короткими, однообразными, подчиненными каким-либо правилам, одним словом, запоминающимися. Готовьте тесты как для правильных, так и для неправильных входных данных. Под правильными данными здесь понимаются данные таких типов, диапазонов, форм задания, размеров для агрегатных данных, которые допускает программа. Однако программа будет правильной, то есть надежной, если она будет адекватно воспринимать и недопустимые данные, то есть контролировать правильность задания данных как в отдельности, так и в совокупности, возможные наборы значений. И в случае неправильного задания данных выдавать об этом вразумительные сообщения или выполнять некоторые действия. Детально изучите результаты каждого теста. Самые изощренные тесты ничего не стоят, если их результаты удостаиваются лишь беглого взгляда. Лучшим средством анализа результатов тестирования является документирование результатов, то есть запись их в файл и последующее их сравнение с ожидаемыми, тоже задокументированными результатами. Это сравнение нетрудно выполнять автоматически некоторой программой, даже если сравниваемые данные могут совпадать не в точности, а с некоторой прогнозируемой погрешностью, например, вещественные числа. Но если делается даже простой визуальный анализ выдаваемых на экран значений, он должен быть тщательным и исчерпывающим. Непременным требованием при этом должно быть сохранение на экране исходных данных теста, а иногда и формулировки задачи, для того, чтобы можно было воспроизвести ожидаемые результаты. И если число ошибок растет, то растет вероятность обнаружения ошибок. Поручайте тестирование самым способным программистам. Проект системы должен быть таким, чтобы каждый модуль подключался к системе только один раз. Никогда не изменяйте программу, чтобы облегчить ее тестирование. Тестирование, как и всякая другая деятельность, должна начинаться с постановки целей. Цели тестирования для учебных программ весьма скромны. Показать, что программа при ее исполнении ведет себя правильно, в соответствии с решаемой задачей, то есть выдает правильные результаты для допустимых исходных данных и сообщает о невозможности их обработки, желательно на ранней стадии обработки, для неверных данных или их недопустимой комбинации. Осознание этих целей должно побудить разработчика или тестовика спланировать достаточно полный пакет тестов, а также сроки разработки с учетом сложности тестирования программы. Тестирование программного обеспечения охватывает ряд видов деятельности, аналогичной последовательности процессов разработки программного обеспечения. Сюда входят постановка задачи для теста, проектирование, написание тестов, тестирование тестов, выполнение тестов и изучение результатов тестирования. Решающую роль играет проектирование теста. Возможен целый спектр подходов к выработке философии или стратегии проектирования. Сторонник подхода, соответствующего левой границе спектра, проектирует свои тесты, исследуя внешние спецификации или спецификации сопряжения программы или модуля, которые он тестирует. Программу он рассматривает как черный ящик. Приверженец подхода, соответствующего другому концу спектра, проектирует свои тесты, изучая логику программы. Он начинает с того, что стремится подготовить достаточное число тестов для того, чтобы каждая команда была выполнена, по крайней мере, один раз.
Если он немного более искушен, то проектирует тесты так, чтобы каждая команда условного перехода выполнялась в каждом направлении хотя бы раз. Его цель – проверить каждый путь, каждую ветвь алгоритма. При этом его совсем не интересуют спецификации. На этом наше занятие подошло к концу. Всего доброго, спасибо за внимание.